Хайрлы кишерентле телевизор калушилай. Эфирда мен Залина. Залина готовится рассказать прогноз погоды. Несколько учеников школы уже были в наших эфирах. Поэтому как поставить голос, что сказать зрителям, какую одежду надеть – все решается вместе с преподавателем. Такая атмосфера и на занятиях. Здесь можно без страха высказывать свое мнение, вносить предложения. Для творчества нет никаких рамок. Мне на занятиях нравится то, что на телевидении нам учат, как надо правильно выговаривать, вести себя на съемках. А еще нравятся языки татарского языка. И еще нравится, что мы Лесина Павлян, мы снимаем новые видео. Она нас учит, как надо правильно все снимать. На занятии правила видеосъемки будущие блогеры учатся правильно выбирать ракурс, планы съемок и записывать интервью. Дети обучаются в школе по 5 различным направлениям. Все занятия стараются вести на татарском языке. Мы все прекрасно знаем, что наши дети большое время проводят в гаджетах, в телефонах. И в то же время мы хотим, чтобы наши дети знали татарский язык. Мы решили объединить эти наши две мысли, две цели в одно и создать детскую школу татарского блогерства. Этот проект работает, рассчитан на весь год. В неделю мы занимаемся по несколько раз. И по завершении этого курса мы будем выдавать сертификаты. Dünyada in matur il ul minem tugan ile. Сегодня НЖ дает мастер-класс одноклассникам на занятии «Ораторское искусство». Подросток вместе с преподавателем Эльмирой Гайнуллиной готовится в ближайшее время выступить на районном мероприятии. Наряду с созданием интересного и качественного контента блогер должен обращать внимание на свое поведение в кадре и речь, считают преподаватели школы. Я сюда хожу не одна, вместе со мной ходят мои младшие сестры и мои старшие сестры. Мы здесь проходим, как правильно снимать видео, ходим на разные экскурсии и разговариваем на татарском. Еще ходим на телевидение и рассказываем прогноз погоды. НЖ в нашем сегодняшнем эфире рассказала зрителям прогноз погоды на татарском языке. Нурлат Информ – информационный партнер проекта. Работа блогеров аналогична нашей телевизионной, поэтому у руководителя Резиды Гиняевой в школе свое занятие – журналистика. С открытия школы прошел всего месяц, а будущие блогеры уже многому научились. Я научилась здесь тому, что нужно подбирать красивые ракурсы, фон, одежду подбирать. Я очень рада сюда ходить даже на каникулах. Посетители школы в основном татарские дети, есть воспитанники и из смешанных семей. Но главное, что их объединяет, это желание лучше знать свой родной язык. До этого дети в основном общались на русском. Это очень актуальный проект. Эти уроки очень нравятся детям. Они желанием ходят. Родители очень рады, что они изучают татарский язык, и дети изучают также нравственность. У нас основная задача – воспитание высоконравственного человека. В блогерстве ты сам себе режиссер, сам решаешь, что и как снимать, монтировать. Нам еще предстоит увидеть творчество молодых татарских блогеров Нурлата, которые с детства постигают секреты этой профессии. Пока они усердно учатся говорить на татарском языке. Гульназ Хасаншин, Ильшат Махмутов, Вести Нурлата.